Послушай, дорогая, и позволь своему сердцу отдохнуть, потому что я собираюсь открыть тебе чудо настолько огромное, что у тебя перехватит дыхание. Это решающий момент, когда тревога рассеивается и вера растет. На каждом шагу, в каждом выборе пусть мудрость будет вашим спутником, а преданность – вашим непоколебимым союзником. Станьте свидетелем того, как я оркеструю симфонию благословений для вас и ваших близких, поток божественной милости, который обрушится на вас, как самый сильный дождь. Вы искали знак, подтверждение, которое поможет вам сориентироваться в мыслях, которые бесконечно кружатся в вашем уме. Здесь и сейчас я предлагаю ясность. Сейчас настало время выйти за рамки привычного, сбросить оковы страха, которые слишком долго сдерживали вас. Его мечты, огромные, как ночное небо, его стремления, столь же великолепные, как рассвет, были ограничены опасениями. Но не больше. Возьми меня за руку, любимый, и поднимись со мной за горизонт. Ваша жизнь готова трансформироваться, и ничто не останется неизменным. В этой Одиссее не позволяйте страху диктовать вам ваше путешествие. Прилепляйтесь ко мне, горячо молясь на каждом перекрестке, ибо я с вами день и ночь, направляя каждый шаг по моему совершенному и непогрешимому плану. Откройте, возлюбленные, свое священное писание и откройте свои сердца в искренней молитве. Именно в этом священном общении я открою вам реальность моих слов, превосходящую простую фантазию. Так же верно, как восход и заход солнца, мое слово остается нерушимым, живым и призванным сбыться. Я ваш навигатор, я беру вас за руку, я веду вас в царство самореализации и развития. Уникальная дверь, которую я открываю вам, это не просто метафора, это осязаемая реальность, ожидающая раскрытия. С этого момента созерцайте метаморфозы своей жизни. Примите мое благословение, поскольку вы собираетесь стать свидетелем плодов своих усилий и мечтаний. На протяжении всего вашего путешествия вы встретите родственные души, разделяющие ваше видение, и вместе вы построите будущее, полное благословений и чудес. Мои планы на тебя монументальны и выходят за рамки твоего нынешнего понимания. Относитесь к каждой душе с добротой и вниманием. В этой новой главе вы встретите настоящих и необыкновенных людей. Помощь придет из неожиданных углов. Сохраняйте остроту своих чувств и бдительность ума. Когда дверь откроется и появятся возможности, будьте готовы вмешаться, не совершая тривиальных действий. Вы меня хорошо знаете, и мое послание однозначно. Вы понимаете суть. Доверьтесь моему руководству, потому что я всегда с вами, направляю ваше путешествие. Верь в мою любовь к тебе. Приветствую тебя, моя дорогая. Можем ли мы разделить момент душевной связи? Я хочу передать вам нечто фундаментальное, то, что касается вашей драгоценной жизни. Помните, вас вытащила с края пропасти, вытащила из пропасти огромная и глубокая жертва. Противник пытался утащить его во тьму, но он не смог одолеть мою силу. Я заботился о тебе, я вмешивался в твои самые мрачные моменты ради любви без границ. Теперь почувствуйте движение в своем сердце
пробуждение к чему-то необычному. Я собираюсь открыться вам невообразимым образом. Будьте готовы к грядущим изменениям. Мир, каким вы его воспринимаете, вот-вот изменится, и многие поймут вашу глубокую потребность в моем прощении, любви и присутствии. Моя цель – действовать через вас, превращая вас в свидетельство моей неограниченной силы. Вы станете маяком надежды, каналом, через который я принесу исцеление и обеспечение. Ваша трансформация послужит знаком вашей семье и друзьям, свидетельствующим о моей реальности и моей способности служить им. Ты мой инструмент, тщательно созданный и подготовленный для великих целей. Доверьтесь моим словам, у них есть правда. Откройтесь моему преображению, откройте свое сердце, ведь лучше прийти ко мне добровольно, чем сопротивляться искоренению давно запрятанной боли. Вы взывали к миру, свободе, облегчению и стабильности. Время пришло, дверь приоткрыта. Подходите уверенно и без страха. Возьми меня за руку, войдя в новую жизнь, полную благословений, и стань вестником моей благодати. Я люблю тебя глубоко. Приготовьтесь к этому преобразующему путешествию. Не позволяйте отчаянию укорениться в вашем сердце. Оставайтесь стойкими в этом испытании, ведь с моей помощью победа будет вам доступна. Радуйтесь, ибо я принес вам весть о новых начинаниях. Я меняю путь твоей жизни. Внимательно слушайте мой голос, ежедневно размышляйте над моим словом и следуйте указаниям, которые я вам покажу. Путь лежит вперед, вверх, к вершине, которой вы намереваетесь достичь. Если вы чувствуете усталость, не сдавайтесь. Мои обещания – это поддержка, которая вам нужна, чтобы продолжать. Мое слово, как и твой путь, ведут тебя к предназначенной тебе вершине. Успокойте свое сердце и поверьте в мой план. Позвольте мне пролить свет на трансформацию, к которой вы стремитесь. Я полностью изменю вашу ситуацию. Это ваша просьба, и так будет. Я изменю ваш характер, ваш образ мышления и ваш взгляд на жизненные проблемы. Там, где была печаль, расцветет радость. Там, где когда-то было запустение, жизнь будет процветать. Каждая рана превратится в исцеление, всякая беда в достоинство. Примите полную трансформацию, которая вас ждет. Пусть твое сердце наполнится уверенностью, что со мной все становится не только возможным, но и реальным. В этот момент позволь моей любви обнять тебя. Пусть моя сильная рука поддерживает каждый удар твоего сердца, каждый твой вздох. Пусть мое присутствие наполнит каждый уголок твоего существа, придавая тебе силы и радость. Сегодня я освещаю путь, по которому вы должны идти, и даю крылья вашему сердцу, чтобы вы могли преодолеть трудности, которые кажутся непреодолимыми. Помните, что я важнее любого испытания, с которым вы сталкиваетесь. Никто другой не может предложить ту истинную силу, радость и свободу, которые предлагаю я. Не считайте мои слова всего лишь плодом своего воображения. Сегодня мое послание к вам однозначно. Ваша очередь поверить и принять. Для меня нет ничего слишком большого.
Я на твоей стороне, стойкий и твердый. Во времена отчаяния и нетерпения я понимаю ваши эмоции и не осуждаю вас. Моя любовь продолжает окружать тебя, даже если ты ее не чувствуешь. Проблемы многочисленны, и вполне естественно чувствовать напряжение и давление. Скажи мне правду, поделись своими искренними чувствами, а не скрывай тревогу. Вы знаете, что не сможете справиться с этим в одиночку, позвольте мне помочь. Найдите время в моем присутствии для вашего исцеления, тебе это нужно сегодня. Найдите во мне утешение, пока я веду вас вперед. Не стыдитесь своих неудач. В моем присутствии вас любят, слушают и уважают. Я не буду винить тебя за твои прошлые ошибки. Послушайте мои слова, сказанные с нежностью, приглашающие вас опереться на меня. Плечо. Кто любит тебя больше, чем я? Кто сегодня утром постучал в твою дверь с обещаниями любви? Не пытайся понять или объяснить мою любовь. Просто закройте глаза, почувствуйте, позвольте этому наполнить каждую частичку вашего сердца. Если в вашем сердце есть место для того, кто вас разочаровал, я помогу вам отпустить это. Никто не должен занять мое место в твоей жизни. Отдайте мне самое главное место и живите с уверенностью, что я никогда вас не разочарую. Даже в слабости помни, моя милость, прощение и поддержка всегда рядом. Я рад благословлять вас, любить вас и заботиться о вас. Поймите это глубоко, даже самые близкие родственники или друзья могут тебя разочаровать, но моя любовь искренняя, чистая и неподдельная. Сегодня я распространяю это на вас. Верьте в это, даже если прошлое причиняет боль и сохраняются сомнения. Я буду настаивать, пока ты не ответишь на мой звонок. Я продолжу будить вас с любовью и преобразовывать вашу жизнь. Ты просыпаешься полный беспокойства, и я это понимаю. Но послушай меня несколько минут, прими мое слово и обрети покой. Подумай о моей огромной любви к тебе. Если ты защищаешь того, кого так любишь, как я могу не сделать то же самое для тебя? Хоть я и невидим, я рядом с тобой. Помни, как я боролся за тебя, воспитывал тебя, когда другие думали, что ты побежден. Верь в мою любовь, вы видели чудеса, и не напрасно. Ваша вера чрезвычайно возросла, но сегодня эти мысли снова нападают на вас. Не позволяйте негативным эмоциям влиять на вас. Когда сомнения говорят тебе, что никто не может тебе помочь, помни, что ты веришь в меня. Активируйте свою веру, от этого зависит ваше будущее. Доверьтесь моим словам, посмотрите в лицо своим страхам и наблюдайте, как исчезают препятствия. Выслушав меня, найдите время искренне и постоянно молиться. Поделитесь со мной своими опасениями, твои слова, мелодия для моих ушей. Это говорит ваша вера. Я ценю время, которое ты проводишь со мной. Теперь чувствуйте себя лучше, спокойнее. Если сомнения вернутся, помни, что я с тобой, и помни о моей любви. Все будет хорошо, и чудо, которого вы ищете, уже не за горами. Когда страх и отчаяние стучатся в твою дверь,
когда сомнения и неуверенность пытаются подорвать твой дух, вспомни обо мне. В минуты грусти и усталости ты знай, что я всегда рядом с тобой. Если одиночество шепчет вам на ухо, помните, что вы никогда не одиноки. Когда внутри тебя возникнет желание плакать, пусть эти слезы будут радостью, ибо моя любовь окружает тебя и обнимает тебя. Пока я направляю вас своим духом, будьте уверены, когда вы молитесь и ищете моей помощи, я приказываю небесам послать ангелов, чтобы они отстаивали ваше дело, вселяли радость в ваше сердце и изгоняли всю боль. Я дарую вам мудрость, чтобы обрести ясность ума, предлагая вам ответы для решения ваших проблем. В трудную минуту моя рука покоится на тебе, наполняя безусловной любовью и миром. Знайте, что каждая произнесенная вами молитва приводит в движение небеса. Осознайте огромную силу и ценность ваших молитв, ибо я могу перевернуть небо и землю, чтобы помочь вам во всех ваших нуждах. Я не хочу, чтобы кто-то из моих детей терялся в проблемах, печали или разочарованиях. Я создал вас, чтобы жить полной жизнью во всех аспектах жизни. Для этого отдай мне свое сердце. Позвольте мне позаботиться о вас беспрецедентным образом. Моя благодать спасает, моя милость очищает и моя любовь делает тебя победителем. Улыбайтесь и будьте счастливы, ведь сегодня в вашей жизни начинается обновление. Пусть боль станет частью вашего прошлого, когда вы приближаетесь к новым временам возможностей и благословений. Когда представится возможность, примите ее и примите ее с верой. Когда вы молитесь, я слушаю вас, и сегодня я повелел, чтобы благословения наполнили ваш дом, преобразовав вашу жизнь. Вся боль и печаль будут исцелены, вся духовная слабость устранена. Сегодня я вдохновляю вас верой и решимостью, чтобы вы могли без печали встречать жизненные события. Я тебя люблю. В этот момент я прикасаюсь к твоему сердцу, приношу спокойствие в твои мысли, даю жизнь и здоровье твоей душе. Ваш разум, дух и тело освежаются силой, которую вы получаете от моего Святого Духа. Сегодня игнорируйте язвительную критику других. Ты не тот, кем тебя называют. Если вы верили или слышали, что вам грустно, скучно, вы стары или измотаны, отвергните эту ложь. Пожалуйста, поймите, что я не считаю годы в вашем календаре. Я радуюсь вашему празднику и не осуждаю ваше физическое старение. Для меня ты прекрасная душа, совершенная в вере, чистоте и благодати. Мое присутствие мощно окружает тебя. Этот день начинается с божественного энтузиазма, охваченного моим Святым Духом. Отпустите вчерашние разочарования и проблемы. Обратитесь ко мне, своему целителю, защитнику и поставщику. Мои слова укрепят вас, проведут через жизненные препятствия и дадут вам мудрость, чтобы правильно их встретить. Новые благословения ждут вас каждый день. Наслаждайтесь открытием. И когда вы придете ко мне с благодарностью и получите их, святое помазание исцелит ваши эмоции и чувства. Вы полностью защищены, нечего бояться, и все ваши благословения гарантированы. Я помещу тебя на плодородную землю, где ты будешь процветать. То, что украл враг,
я верну тебе умноженным и благословенным. Ты свят, мой, полон радости и энтузиазма, благословение для окружающих. Ваш дух, молодой и активный, великолепен. Когда ты говоришь со мной и признаешься в любви, я испытываю нежность и привязанность. Я люблю тебя и не хочу, чтобы ты страдал. Я хочу видеть тебя улыбающейся, свободной от бремени прошлого и охваченной грустью. Я пострадал за тебя на кресте и обрел силу, чтобы дать тебе жизнь. Я пришел исцелить твою боль, высушить твои слезы. Страдания вашего сердца найдут исцеление в моем прибежище, любовь более великая, чем любая известная. Наполнитесь моим покоем, будьте уверены в моей заботе о вашей семье и вашем будущем. Не спите, отягощенные чувством вины, я простил тебя. Ходите с верой, визуализируя благословение и счастье, которые я приношу в вашу жизнь. Верьте в красоту, которую я вам обещаю, даже когда вас окружает разочарование. Теперь настало время всем сердцем поверить моим словам. Если вы доверяете мне, ваша жизнь изменится, ваши страдания закончатся и появится решение. Скажи мне, во что ты веришь? Примите эту перемену и сделайте шаг к будущему, полному моих благословений и любви. Прими мой мир и поверь моему живому слову. Ваши дни печали прошли, и отчаяние больше не имеет над вами власти. Я с нетерпением жду возможности раскрыть вам всю глубину своей привязанности и нежности. Откройте свою жизнь моему присутствию и моей любви. Пойми, что никто не сможет любить тебя так сильно, как я. Я знаю каждый уголок твоего сердца и разума. В те моменты, когда тревога казалась невыносимой, когда ты думал, что сдаешься, знай, что эти дни прошли. Сегодня я омолаживаю ваш дух, наполняя его любовью настолько чистой, что она прогоняет печаль и приносит глубокую радость. Слушая мой голос, почувствуйте перемены внутри себя, облегчение напряжения, исцеление эмоций, облегчение боли и преобразование сердца. Ты увидишь, как я поддерживаю тебя во всех твоих начинаниях, окутывая своей любовью, заботой и защитой. Я хочу, чтобы твоя радость и улыбка показали миру мою силу и мощь. Я обогащаю вашу жизнь особыми дарами, вдохновляющими талантами, верными товарищами и семьей, которая научится ценить и уважать вас. Они станут свидетелями чудес в вашей жизни, а я приумножу ваши силы и жизненный энтузиазм. Имейте в виду, что противник пошлет к вам пессимистов, тех, кто видит только печаль и неверие. Не обращайте на это внимания, их цель – свергнуть вас. Примите свое истинное «Я», работайте, не покладая рук, и никогда не колеблетесь. Помните в каждый момент, что вас любят, поддерживают, благословляют и окружают мои ангелы-воины. Встань и улыбнись, ведь ты мне дорог. Я люблю тебя и не оставлю тебя в такой ситуации. Сегодня я дарую тебе победу. Я проявляю огромную власть в вашей жизни, в вашем здоровье, в вашей работе, в вашей семье. Я открываю великие двери, меняя вашу текущую ситуацию. Мои руки активно решают ваши дела. Поднимите головы и больше не плачьте,
ибо мои могущественные благословения на вас, и вы будете каждый день приходить к моему алтарю, благодарные за чудеса, которые начинаются в вашей жизни. Прими меня в своем доме, пусть все в нем ищут меня и уважают меня. Я преображаю сердце, устраняя печаль и боль. Те, кто в отчаянии, снова улыбнутся. Я очищаю ваш дом от болезней и страданий, наполняя каждое темное пространство своим светом и спасением. Только я несу безграничную любовь и мир. Я защищаю твою жизнь и жизнь тех, кого ты любишь, своим щитом, а они в безопасности под моими крыльями, в безопасности. Я поведу тебя путями добра и любви, освобождая от забот, сомнений и страхов. Я люблю тебя и нежно забочусь о тебе и твоих близких. Откройте свое сердце всей любви, которую я вам предлагаю, проводите время в моем присутствии, в тихих местах на природе, где ваша душа сможет напитаться и омолодиться. Моя сила работает вокруг вас, открывая двери, очищая негатив, устраняя причины несчастья в вашей жизни. Я очистил тебя от греха, рассеял усталость и отсутствие энтузиазма, чтобы ты с каждым днем становился смелее. Иметь веру – все работает в вашу пользу. Мои ангелы неустанно трудятся под моим командованием, чтобы благословить вас, укрепить вашу веру и страстно прославить мое имя. Я люблю тебя и всегда буду глубоко любить. В тот день, когда вы прочитаете эти слова, примите на себя обязательство обновить свою веру. Многие испытания истощили его пыл, вернуться на путь доверия. Наполните свой разум моим могущественным словом. Дни невзгод подходят к концу, и дни скорби пройдут. Помните, что когда приходят ваши благословения, они исходят от моей любви. Пусть ваша вера будет живой и сильной, чтобы, когда придет изобилие, вы не забыли меня, вашего Бога и Господа. Продолжайте молиться, ибо много невидимого еще впереди. В духовных сферах бушует битва. Я благословлю вас, но есть противодействие. Победа в вашей вере, настойчивости и стойкости в молитве. Ищи меня днем, молитесь ночью, вставайте рано, чтобы ходатайствовать. Времена меняются, и мои глаза ищут на земле таких воинов, как ты. Я буду творить чудеса через вас, используя вас, чтобы приносить помощь, утешение, исцеление и благословение другим. В этот период чудес вы будете обильно благословлены. Оставайтесь твердыми и решительными. Напомню тебе, отбрось бремена, которые тебя долго тяготили, и ищи лица моего. Обнови свою веру, ибо моя любовь к тебе началась еще в утробе матери. С того момента, как ты впервые увидел свет, я выбрал тебя. Я слышал твои первые крики, разделял твой смех и видел, как ты сделал первые шаги и упал. В тихие ночи твоих снов ты звал меня, и в этих потаенных уголках твои страхи нашептывали мне тайны. Я Иисус, тот, кто заключил с вами завет с первых дней ваших. Я вечный, и наш союз остается нерушимым. Ты мой и всегда будешь моим. Когда ты смотришь в зеркало, посмотри на мое отражение, ибо ты создан по образу и подобию всемогущего Бога. Иногда вы видите себя через призму мнения других людей,
ограниченного своими ограничениями. Но вы больше, чем то, что видят другие. Я знаю твое сердце, невинность твоей души и чистоту твоих мечтаний. Если я люблю тебя, пусть этого будет достаточно. Идите уверенно, идите смело и запечатлейте в своем сердце эту истину. Вам суждено завоевывать народы. Вам не нужен мир, чтобы определить ваши мечты. У тебя есть я, и моей любви достаточно. Оставайся на моей стороне. Позвольте мне направлять ваши шаги. В моем присутствии страху нет места. Более того, я не только ваш Бог, Господь и Спаситель, я еще и твой друг, с которым ты можешь поделиться всем. Вы можете обратиться ко мне в любое время. Я никогда не обману тебя, я никогда не забуду тебя. Моя дружба, мое сердце всегда открыты для тебя. Я твое убежище во времена боли, опасности и тоски. Даже если весь мир отвернется, моя любовь к тебе вечна. Я люблю тебя так же сильно, как в детстве. Даже если ты забудешь меня, я остаюсь твердым. Я всегда люблю тебя, несмотря ни на что. Ты можешь рассчитывать на меня. Слушай внимательно, вставай, ибо я приказываю тебе. Иди, потому что я повелел тебе. Не бойся, ведь ты мой сын. Я наполнил тебя силой и мощью. В этом месяце вы станете свидетелем великих чудес, если прислушаетесь и подчинитесь моему слову, если осмелитесь поверить. Пусть ваши уши слышат, пусть твоя душа оценит мои живые и искренние слова, которые освещают твой путь, подготавливая тебя к лучшим дням. Если вы услышите мой голос сегодня, не ожесточайте своего сердца. Ты всегда проявлял ко мне искреннюю и простую веру, поэтому не позволяй трудностям отвлекать тебя от жизненного пути. Поверьте мне, я помогу тебе. Поверьте мне, я доставлю тебе. Я с тобой, я никогда не оставлю тебя. Мое сердце готово утешить тебя во времена боли, опасности и тоски. Даже если весь мир отвернется от тебя, моя любовь к тебе останется вечной. Моя привязанность к тебе остается непоколебимой и постоянной. Я ценю тебя так же сильно, как и в детстве. Даже если ты заблудишься, я буду рядом и терпеливо жду твоего возвращения. Я неизменен, и моя любовь к тебе сохраняется и в радости, и в печали. Вы можете доверять мне безоговорочно. Встаньте, потому что это мой приказ. Иди, ибо это мой указ. Не бойся, ведь ты мой дорогой сын. Я наделил тебя силой и мужеством. Станьте свидетелем чудес, которые этот месяц приготовил для вас, если вы обратите внимание и последуете моему слову. Будьте мужественны в своих убеждениях. Пусть ваше ухо услышит, а ваша душа оценит мои яркие и искренние слова, освещающие ваш путь и готовящие вас к лучшим дням. Если ты сегодня услышишь мой голос, не позволяй своему сердцу заснуть. Ваша искренняя и простая вера всегда имела для меня большую ценность. Не позволяйте жизненным невзгодам сбить вас с правильного пути. Поверьте мне, и я приду к вам на помощь. Поверь мне, и я спасу тебя. Я рядом с тобой,
я не оставил тебя ни сегодня, ни когда-либо. Вы обнаружите, что подождать меня никогда не помешает. Ваша вера когда-то из маленького семени выросла в сильное и выносливое дерево. Хотя может напасть сильный ветер, те, кто смотрел на вас свысока или упрекал вас, будут удивлены. Не закрывайте перед ними двери. Вместо этого вы будете преуспевать, благословляя других, давая, поддерживая и делясь. Это мое обещание вам. Верьте всем своим существом, и вы почувствуете мое присутствие. Даже сегодня моя любовь окружает твою жизнь и жизнь твоей семьи. Слова, которые я говорю вашему сердцу, вселяют в вас веру и уверенность. Откройте глаза на благословения, которые я даровал вам. Я удалил печаль из твоей души и принес исцеление твоему телу. В вашем уме записываются слова надежды и спокойствия, устраняющие причины вашего горя. В духовном мире ты облачен в царские одежды, сидишь рядом со мной и обильно благословлен. Но вы должны искренне поверить и принять на веру эти обещания. Я поднял тебя своей могучей рукой, и моя сила пребывает в тебе. Все цепи разорваны, вы больше не связаны. Примите свою свободу, и я призываю вас жить в ней. Когда вы молитесь, примите сверхъестественное ободрение, которое я вам даю. С этого момента вы сможете распознать благословения, скрытые за проблемами, которые когда-то вас беспокоили. Лицо твое засияет радостью, потому что теперь ты ходишь с верой по слову моему, и на твои эмоции не будут влиять окружающие тебя негативные обстоятельства. Знание того, что я с тобой, придаст тебе сил упорствовать в битве. Просыпайтесь каждый день с обновленным стремлением жить, придерживаться правильного пути и быть защитником веры для своей семьи. Не запирайте себя в царстве неудач, где другие могут попытаться вас ограничить. Эти слова, которые я говорю, живы, они оживляют вашу душу. Когда вы будете слушать их ежедневно, ваше сердце будет прыгать от радости, когда вы вспомните и произнесете их. Я ваша поддержка, и вы можете быть уверены, что несмотря на трудности, все пройдет хорошо и даже превзойдет ваши ожидания. Это стойкость, которую я постоянно передаю вам через мой Святой Дух. Вы контролируете свои эмоции, вы сможете контролировать свою речь и больше не будете произносить слова жалобы или поражения. Пламя внутри вас превращает препятствия в пепел. Открой глаза, встань, позволь мне обнять тебя и еще раз услышать мой шепот о любви и безопасности, моя дорогая девочка. Не бойтесь, я здесь с тобой, и в моих объятиях ты найдешь утешение. Все будет в порядке, прислушайся ко мне, почувствуй мою руку на своем плече и будь спокоен. Я жажду увидеть твою душу полной спокойствия и безмятежности. Кого нам следует бояться? Сравните силу тех, кто вас окружает, с моей силой, вашего Небесного Отца, который запечатлел данные вам обещания моей собственной кровью. Кому вы будете доверять? Будут ли это те, кто сеет сомнения и беспокойство, или мой Святой Дух хочет наполнить вас моей любовью и нежностью? Сделай свой выбор. Кто говорит правду?
Они предсказывают ваше падение, или это мой голос предлагает мир и безопасность, окутывая вас своей любовью? Не переставай питаться моим словом, наполните свой разум моими обещаниями, которые укрепят и защитят вас. Эти обещания – это щит, который окружает вас и направляет вас на путь вперед. Вас ждут благословения, ваши мечты сбываются, и счастье, которое вы ищете, находится прямо перед вами. Не оглядывайтесь в прошлое, где живут только воспоминания и сожаления о прошлых ошибках. Вместо этого с нетерпением ждите будущего, которое я приготовил для вас. Я всегда любил тебя, даже когда ты уходил, думая о том, чтобы отказаться от своего будущего и судьбы добра и процветания, которую я запланировал для тебя. Я не хотел, чтобы ты застрял в прошлой ошибке. Многие пытались убедить тебя, что я бросил тебя, заставляя тебя чувствовать себя недостойным, но я неустанно преследовал тебя, используя все средства, чтобы вернуть тебя ко мне. Когда ты был на грани разрушения, я спас тебя, хотя это причиняло тебе боль. Эта боль пройдет, и моя чистая и прекрасная любовь исцелит тебя. Вспомни ту радость и покой, которые ты почувствовал, вернувшись в мои объятия. С тех пор вы прожили жизнь, полную благодарности. Ни буря, ни дождь, ни холод, ни ветер не смогут погасить пламя внутри вас. Ты в очередной раз столкнулся с грустью и депрессией, но здесь моя нерушимая любовь. Поверь мне, когда я говорю, что никогда не отпущу твою руку. Теперь никто не сможет причинить тебе вред. Скажи мне, что ты веришь в меня. Сосредоточьтесь на тишине и покое, которые я вам предлагаю. Почувствуйте мой Святой Дух внутри себя, потому что я люблю все, чем вы являетесь. В те минуты, когда ты чувствуешь себя далеким от меня, помни, что моя любовь к тебе настоящая и вечная. Хотя вы находились под влиянием этого мира, потерялись в ошибках и лишены мира и надежды, мое сердце все еще желает вас, жаждя вашего возвращения к истинной жизни, которую только я могу вам предложить. Возлюбленные, даже если вы заблудитесь, знайте, что я понимаю ваши трудности. Я испытал искушение этого развращенного мира, но уверяю вас, что вас ждет лучший путь света и любви. Независимо от того, насколько далеко, по вашему мнению, вы зашли, я всегда буду здесь, чтобы приветствовать вас, простить вас и направить вас к жизни в мире, изобилии и цели. Подумайте о своем нынешнем пути и выберите мудро. Путь ошибки ведет к разрушению и боли, однако я желаю вам прожить полную, счастливую и изобильную жизнь, полную любви, мира и надежды. Я готов освободить тебя от сковывающих тебя цепей и восстановить твой сломленный дух. Помни, что ты мой любимый ребенок, созданный для особой цели в этом мире. Слушай мой голос, который шепчет тебе в тихие минуты. Слово мое — светильник ногам твоим и свет стезе твоей. Примите мою милость и прощение, дарованные моей любовью к вам. Какими бы ни были ваши прошлые ошибки, вы всегда можете вернуться ко мне и найти сострадание и восстановление. Размышляй и ищи моего присутствия, обратитесь к моему слову за руководством, и я освобожу вас от всех злых уз. Помните, что во мне вы найдете покой, который мир не может предложить.
Моя любовь неисчерпаема, и моей благодати достаточно для тебя. Доверять. Во мне поверьте в меня и испытайте трансформацию, которую только я могу внести в вашу жизнь. Отвернись от зла и выбери жизнь во мне. Мое сердце желает тебе всего наилучшего. Моя любовь настолько глубока, что я очень хочу увидеть, как ты живешь полной жизнью, испытывая истинный мир и счастье, которые могу дать только я. Поймите, что искушения мира временны и тщетны. Только во мне ты найдешь прочный покой и надежду. Моя любовь безгранична, и моей благодати достаточно для тебя. Доверьтесь мне, и я поведу вас к жизни, полной смысла и удовлетворения. Я с вами в ваших испытаниях, как ваш любящий Бог и Отец. Моя вечная любовь к тебе никогда не прекратится, даже если мир тебя подведет, я никогда тебя не подведу. С тех пор, как я создал тебя, я держал тебя на руках, сопровождая тебя каждое мгновение твоей жизни, разделяя твои радости и твои печали, чувствуя твою боль, как если бы она была моей. Мой любимый сын, не бойся. С каждым мгновением моя любовь к тебе никогда не уменьшалась. Даже когда другие уходили, причиняя боль и шрамы в твоем сердце, я всегда был рядом, чтобы поддержать тебя, никогда не поворачиваясь к тебе спиной. Сегодня я призываю вас найти прибежище во мне, позволить мне быть вашим убежищем среди жизненных бурь и черпать силу из моего присутствия, когда вы чувствуете слабость. Позвольте мне вести вас по пути надежды, мира и радости. Во времена тоски и отчаяния, когда кажется, что мир против тебя, помни, что я твердо на твоей стороне. Независимо от препятствий, с которыми вы сталкиваетесь, разочарований друзей или закрытых дверей, с которыми вы сталкиваетесь, моя любовь к вам постоянна и длительна. Моя приверженность вам остается вечной и нерушимой, без ограничений, потому что я никогда не позволю вам столкнуться со своими трудностями в одиночку. Когда ты чувствуешь себя потерянным, найди свое сердце, где моя любовь, постоянное пламя, твой свет во тьме, направляющий все темные пути. Каким бы трудным ни был путь, я осветлю путь, дав тебе силы продолжать. Будьте уверены, что даже в разгар колебаний, отступлений или предательств я – ваша непоколебимая поддержка. Моя любовь безусловна, одиночество нашло утешение и утешение. Жизненный путь труден, и люди могут потерпеть неудачу, но я остаюсь их твердой скалой, их убежищем и убежищем. В этом несовершенном мире, моя дорогая дочь, тебя ждут трудности и трудные времена. Могут наступить времена одиночества, но помни, что я с тобой. Моя стойкая любовь готова выслушать и ответить. Даже когда я чувствую себя отстраненным, я всегда рядом, готов выслушать и поддержать, когда силы на исходе. Не бойтесь своих слабостей, ибо я даю вам силу. Моя любовь исцеляет каждое разбитое сердце. Поверьте мне, я подниму тебя, открывая пути триумфа. Суждение других не повлияет на мою безусловную любовь. Ваши ошибки не являются препятствием для прощения. По моей милости предлагается новое начало. Как бы далеко ты ни чувствовал себя, я всегда буду рядом с тобой. Найди утешение в моих любящих объятиях.
Ничто не умаляет моей свободной любви, поверьте мне. Не игнорируйте мои слова, поверьте тому, что я говорю вам сегодня. В самые темные времена, поверь мне. Когда мир рушится или бушуют бури, я успокаиваю море и поднимаю угнетенных. Моя сила преодолевает проблемы, моя любовь сильнее боли. Не волнуйся, я всегда с вами. Отпустите заботы и бремя и наблюдайте, как они превращаются в благословение. Я ваш верный пастырь, следящий за тем, чтобы вы оставались на пути праведности. Доверьтесь моему идеальному плану, и сомнения исчезнут. Моя любовь торжествует, это за пределами слов. Сколько бы раз ты ни упал, я тебя подниму, моей благодати достаточно. Примите мою милость и благословение, идите с уверенностью и не сдавайтесь. Каждая пролитая слеза будет заменена радостью. В своей деятельности помните, что молитва и соблюдение моего слова имеют основополагающее значение. Остерегайтесь тех, кто пренебрегает мудростью, движимой мирскими желаниями. Гордость ослепляет их, приводя к презрению и презрению. Простота и смирение – ключи к величию. Не позволяйте сердцу вашему смущаться, не бойтесь будущего, ибо я благословлю все ваши усилия. Не позволяйте невзгодам или отсроченным результатам обескуражить вас. Путешествие может быть долгим, но никогда не прекращайте попыток. Каждый шаг приближает тебя к мечтам, которые я вложил в тебя. Помните невероятный потенциал, который я дал вам, навыки, дары и таланты для достижения чудесных вещей в вашей жизни. Любимый сын, поверь мне, я рядом с вами, направляя и поддерживая вас на каждом этапе вашего пути. Держитесь своей веры мужественно и решительно и знайте, что со мной рядом с вами вам суждено достичь всего, к чему вы стремитесь. Я превращу каждую проблему на вашем пути в возможности для роста и просвещения. Итак, дорогие, действуйте с верой, смелостью и уверенностью. Не позволяйте унынию или ропоту пессимистов затуманить ваш разум. Не обращайте внимания на критику, которая может возникнуть, когда вы преследуете свои мечты. Найдутся те, кто из ревности и зависти попытается ставить препятствия на вашем пути. Тем не менее, продолжайте мужественно и непоколебимо верить, принося свидетельство чести и честности. Не уставайте доверять мне и моим обещаниям. Все, что вы сажаете со страстью, и приверженность со временем принесет соответствующий ей урожай. За темными долинами лежит обширный сад моих обещаний, место, где процветает надежда, и вы приближаетесь к самым сокровенным желаниям своего сердца. В этом мире ваши мечты сбудутся, а любовь и благодарность будут изобиловать, принося радость, мир и благословение вам и вашим близким. Поэтому иди вперед смело и решительно, сын мой, и не пугайся трудностей и испытаний жизни. Знайте, что в конце вашей борьбы вас ждут великие награды и великолепные благословения. Продолжай, сын мой, вооружившись терпением и верой как щитом от сомнений, страха и разочарования. Терпение откроет двери к успеху и позволит вам справиться с трудностями. Вера даст вам силы преодолеть любые препятствия и смелость двигаться вперед.
Поверьте, что я с вами и что все в вашей жизни в конечном итоге сложится вам во благо. Поэтому, мой любимый сын, всегда сохраняй веру и терпение, ибо через них ты исполнишь все мои обещания. Пусть эти добродетели откроют двери благословения, открывая возможности для достижения цели вашей жизни. Запомни мои слова, сын мой. Держите их близко к сердцу и как постоянное напоминание на шее. Они будут вести вас, как маяк, освещая путь к счастью и успеху. Следуйте этим словам, и я гарантирую, что все ваши усилия увенчаются успехом. Никогда не переставайте доверять мне, ибо я всегда буду действовать от вашего имени, обеспечивая вам мирную жизнь, полную благословений и обильного процветания. Доверьтесь мне всем своим сердцем и всем своим существом. Я дарую благодать, благосклонность и благословение вашей жизни и людям, которых вы любите. Я люблю тебя, мой сын. Проявите упорство до конца, и вы обязательно пожнете мои благословения. Не бойся и не сомневайся, ведь я с тобой. Восстановите свои силы. Чего бояться, сын мой? Чего бояться, дочь моя? Я твой Бог и Отец, я близко знаю твое сердце. Я создал тебя своими руками и дал тебе жизнь. Я осознаю каждый момент твоей жизни, бодрствуешь или спишь. Ничего из того, что вы делаете или чувствуете, не скрыто от меня. Я внушил вам эти глубокие мечты и желания. Я наделил тебя талантами и способностями и дал понять, что без меня ты ничего не сможешь сделать. Я образовал тебя в чреве матери твоей по образу и подобию моему. Как я мог не любить тебя? Ты зеница моего ока. Я здесь, чтобы спасти тебя, когда что-то пойдет не так. Я вижу, как ты борешься с отчаянием, неустанно борешься с жизненными трудностями и стремишься достичь своей цели. Иногда вам может казаться, что ваших усилий недостаточно, и ваши силы могут ослабнуть, что делает ваши цели недостижимыми. Будь спокоен, дочь моя, дочь моя. Все, ради чего вы боролись и работали, сбудется. В свое время все посеянные вами слезы дадут радость, а ваши бессонные ночи и упорный труд принесут свои плоды. Обновите свои силы, ибо плодами вашей настойчивости вскоре проявится процветание и изобилие. Я твой Бог, твой Небесный Отец, и так же, как земные родители стремятся обеспечить своих детей, я, твой Вечный Отец, осыпаю тебя своими лучшими благословениями. Ты моя дорогая дочь, моя любимая дочь. Найдите в себе смелость не ослабевать в жизненных испытаниях. Приходите ко мне, и вы найдете в себе смелость продолжать. В моем присутствии вы получите энергию и решимость преодолевать трудности. Будьте уверены, у меня все под моим суверенным контролем. Ничто не ускользнет от меня, моя дочь, моя дочь. Не теряй надежду, преследуй меня всем своим сердцем. Во мне вы найдете причины упорствовать. Взгляни на небо и вспомни мою победу над смертью, мое воскресение на третий день. Встречайте все испытания вместе со мной, как с вашим могущественным Спасителем, Львом Иуды.
Я борюсь за вас, чтобы вы могли обрести покой и осуществить свои мечты. Любимый сын, любимая дочь, поверьте моим словам. Возложите свое бремя на мой алтарь и отвергните внутренние голоса, которые искушают вас сойти с пути веры. Держитесь подальше от негативных комментариев и найдите убежище под моим крылом. В моей тени ты обретешь ни с чем не сравнимый покой. Ищите убежище в моем святилище, зная, что я с вами, поднимаю и поддерживаю вас. Избавьтесь от страха и сомнений прямо сейчас. Когда страх попытается парализовать тебя, вспомни мои обещания. Востребуйте их для себя и наблюдайте, как они проявляются. Я обеспечу ваш успех и процветание. Поднимитесь, развейте печаль и отвергните ложь. Злой не может господствовать над тобой, уже побежден. Поверь мне, потому что я ценю тебя, мой сын, моя дочь. Двигайтесь вперед по жизни, достигайте своей цели и наслаждайтесь моими благословениями. Живите в изобилии, ибо я создал вас смелыми, процветающими и победоносными. Знай, что я люблю тебя вечной любовью. Вам не обязательно встречать жизнь в одиночку или нести бремя в одиночку. Я здесь, чтобы помочь, укрепить и исполнить желания вашего сердца. Пусть мои слова запечатлеются в твоем сердце. Примите и практикуйте их, чтобы иметь по-настоящему изобильную жизнь. Не стесняйтесь, держитесь подальше от тех, кто вредит вашей жизни. Подойди ко мне ближе, позволь мне окутать тебя своими защитными объятиями, мой любимый сын. Я обращаюсь к вам этими словами, призывая вас понять. Я слышу все молитвы и слушаю все призывы. Ваши крики никогда не остаются незамеченными. Я не хочу, чтобы вы чувствовали себя проигнорированными или брошенными. Я ценю тебя и не позволю злу встать на твоем пути. Держитесь подальше от вредных желаний, очистите свое сердце от сомнений и избавьтесь от всего, что портит ваш интерьер. Я понимаю, что заставить вас совершить действия, которые, как вы знаете, являются неправильными, это сложная задача. Я здесь, чтобы помочь вам. Не позволяйте обманчивым эмоциям беспокоить вас. Мой Святой Дух рядом с вами, предлагая вам руководство и защиту. Противостаньте соблазну греха. Не увлекайтесь этим развращенным миром и не поддавайтесь плотским похотям, отвлекающим вас от благодатного пути, который я установил. Оставаться верным своему слову непросто, но крайне важно противостоять злу и сдерживать свои обещания. Сосредоточьтесь на том, что хорошо и правильно. Не позволяйте злобе овладеть вами. Как дитя Божье, у вас есть сила выбирать то, что правильно, и власть отвергать все зло. Не позволяйте греху поглотить вас или укорениться в вашей семье. Избегайте того, что эфемерно и временно. Не поддавайтесь плотским желаниям, которые оставляют вас сожалением и унынием. Всегда есть путь к искуплению, возможность перемен, мои дорогие дети. Если вы перегружены прошлыми ошибками, никогда не поздно начать заново. Доверьтесь мне, попросите моей помощи и прощения, и я дам вам это. Во мне ты находишь новое начало.
Поверьте мне, позвольте моему Святому Духу вести вас. Пусть моя любовь окружит вас, а мой свет освещает ваш путь. Не позволяйте греху и тьме удерживать вас от меня и благословений, которые приносит вера. Стойте твердо в своей вере, объявите о своей победе над невзгодами и позвольте мне вести вас к свету, прочь от теней, которые стремятся заградить ваш путь. Помните, что ваша вера – это ваш щит от негатива, ваша сила преодолеть искушение и ваш якорь в моей вечной любви. Не позволяйте ошибкам вашего прошлого или препятствиям настоящего сбить вас с пути, который я установил. Оставайтесь стойкими до конца, и вас ждет радостная награда. Доверьтесь моему обещанию, что благословения, предназначенные для вас, не будут у вас отняты. Оставайтесь сильными и смелыми, потому что со мной рядом с вами нет непреодолимых испытаний. Пусть мой свет направляет твои шаги, ведя тебя к месту полноты и покоя, которые только я могу предложить тебе, мой дорогой сын. В минуты хрупкости ищи моих объятий всем сердцем. Во мне вы найдете смелость преодолеть любые трудности. Помни, я всегда рядом, жду с распростертыми объятиями. Не позволяйте греху украсть благословения, которые я приготовил для вас. Мужественно доверьтесь моему милосердию и идите вперед, зная, что моя любовь никогда не оставит вас. А теперь возьми меня за руку и давай пройдем это путешествие вместе. Не позволяйте миру запугать вас, посмотрите в лицо этому и отвернитесь от греха. Позвольте мне быть вашим проводником, вашим щитом и вашей поддержкой в трудную минуту. Верьте, что моя любовь превосходит любую ошибку или тень. Позвольте моей милости и благословениям наполнить вашу жизнь, обновляя ваш путь и направляя вас к изобилию, которое предлагает моя любовь. Всегда имей в сердце, что я с тобой даже в самые трудные минуты. Если дела пойдут не так, как вы надеялись, помните, что я здесь, чтобы поднять вам настроение, помочь покорить самые высокие вершины и преодолеть все препятствия. Мой призыв к вам, мои дорогие дети, будьте смелыми и отважными, поверьте в мою силу и мою любовь. Вы увидите, как изменится ваша жизнь. Держись, потому что победа неизбежна, если я буду рядом с тобой. Никогда не забывай, я с тобой навсегда. Следуйте моим путем, и вы обретите благословение, мир и радость, которые ищете. Я здесь, чтобы даровать вам вашу победу. Прямо сейчас перед вами разворачивается божественный знак. Ваше время пришло, и мое королевство готово ко всему, что ждет впереди. Прямо сейчас на вас обрушивается каскад благословений, меняя траекторию вашей жизни. Закрытые двери откроются, и то, что казалось невозможным, станет возможным. Я активно работаю в вашей жизни, перемещая вас с пути недостатка на путь изобилия. В эти моменты ты чувствуешь трансформацию, цепи, связывающие вас, бремя, тяготящее ваше сердце, рвутся. Теперь я желаю тебе жить с радостью, чувствовать себя удовлетворенным и свободным от беспокойства о возникающих проблемах. Ты моя дочь, очень любимая, моя глубоко любимая дочь. В моих объятиях ты откроешь для себя ту привязанность и любовь, о которой мечтала, понимание того, что другие ускользнули от тебя.
Я шел рядом с ней, наблюдая за каждым ее шагом, глубоко осознавая ее борьбу и слыша ее мысли сквозь слезы. Я знаю досконально все, чем ты являешься, все, что ты терпишь, все, что ты пережил и все, что ты испытал. Я не слеп к твоим страданиям, мой дорогой сын, и мне не безразличны твои страдания, моя любимая дочь. Во мне вы найдете все, что вам нужно. Продолжайте открывать мне свое сердце, как вы делали это раньше. Будьте терпеливы, когда дела идут не так, как планировалось. Скоро ты почувствуешь всю полноту моей любви и моих обещаний. Ваша неприходящая боль исчезнет, уверяю вас, ты воскреснешь снова, ты восторжествуешь и возродишься из пепла. Будьте мужественны, держитесь своей веры, будьте сильными, продолжайте верить и доверять, продолжайте молиться, продолжайте преклонять колени, ибо ваше время приближается. Засушливый период закончился, эпоха дефицита закончилась. Отныне вы находитесь на пути изобилия и процветания, уникальном пути, который я приготовил для вас и ваших близких. Вскоре проблема, казавшаяся непреодолимой, найдет свое решение. Я воспользуюсь своей силой, чтобы расчистить пути там, где когда-то существовали препятствия. Я превращу ваши проблемы в возможности. В это время те, кто выступал против вас, будут молчать, изумляясь, видя ту великолепную работу, которую я совершаю в вас. Мои ангелы охраняют каждый твой шаг. Те, кто захочет причинить вам вред, будут бессильны, поскольку мои ангелы обеспечат вам защиту от любого вреда, с которым вы можете столкнуться. Те, кто планирует свое падение, потерпят неудачу, ваши слова не остановят вас. Мой свет рассеет все тени, мой свет направит тебя на правильный путь. Я знаю, ты долго ждал, но твое время пришло. Чудо, которое вас ждет, огромно. Приготовьтесь к замечательной трансформации, которую вам предстоит пережить. Когда ты увидишь все, что я для тебя сделал, ты вспомнишь этот день со слезами радости и благодарности. Ты запомнишь эти слова и поймешь, что я никогда не оставлял тебя одного и никогда не оставлял тебя в самые мрачные моменты. Мое присутствие окружает тебя, моя возлюбленная, я с тобой, как защитный белый плащ, защищающий тебя от всякого вреда. Вопросы, критика и вредные комментарии будут отменены. Сегодня я омолаживаю твой дух, и я трансформирую ваши основы, разрушая наложенные на вас проклятия. Я поднимаю вас и возлагаю на ваши головы венец победы. Это ваш момент, и вы это чувствуете. Я чувствую тревогу в твоей душе и в твоем сердце. Возникла ситуация, которая крадет ваш сон, мешает вашему покою. Но сегодня я дарю тебе свой покой. Сегодня вы испытаете облегчение, о котором мечтали, покой, который пронизает каждую частичку вашего существа. Благословения, которые я дарую вам, будут сопровождать вас, как верная тень, окутывая вас своей. Окутывайте себя каждым своим шагом. Припасы будут течь бесконечной рекой, принося все, что вам нужно, в нужное время. Свобода станет легкостью в вашей душе, позволяя вам свободно летать, ценя каждое мгновение как драгоценный дар. Радость укоренится глубоко внутри вашего существа, став вечной мелодией,
которое изящно будет звучать в вашей душе. Счастье, то глубокое счастье, которое бьется в каждом ударе сердца, будет ясным свидетельством моей любви и моего божественного замысла для тебя, моя дочь. Моя любовь к тебе превосходит все границы и понимание. Держитесь моих обещаний, запечатлейте их в своем сердце, ибо каждое из них исполнится в назначенное время. Итак, сделайте шаг вперед с верой сейчас, отдай мне свои сомнения и страхи и позволь мне нести твое бремя. Это позволит вам ходить легко и спокойно. Держитесь подальше от жалоб и негатива, позвольте мне превратить каждую проблему в возможность для роста, а каждое испытание в триумф. Я готов благословить вас за пределами ваших самых смелых мечтаний, полностью удовлетворяя все ваши потребности. Доверься этому, дочь моя, и со мной рядом ты быстро и верно достигнешь своей божественной цели. Сосредоточьте свои усилия на постоянном поиске моего присутствия, и я позабочусь обо всех ваших заботах. Станьте свидетелем того, как это великолепное и мощное обетование разворачивается в вашей жизни. Ни один глаз не видел, ни одно ухо не слышало, и ни один разум не вообразил, что Бог приготовил для тех, кто любит Его. Посреди вашей борьбы, проблем и испытаний знайте, что я с вами. У меня есть ответ и решение всего, с чем вы столкнулись. Ничто не находится за пределами моей досягаемости и возможностей. Что тебе нужно, дорогой сын, так это принять мое слово, держаться его, считая каждое мое обещание своим. Эти обещания дадут вам надежду и укрепят вас, чтобы противостоять сегодняшним вызовам. Очень важно, чтобы вы осознали, что без меня вы ничего не сможете добиться. Жить вне моего слова значит жить в потоке мира, где изобилуют разочарования и проблемы. Вот почему так важно верить моему слову, держаться за него с упорством и верой, потому что оно подобно воде пустыни. Вы откроете для себя решение и решение всех ваших проблем. Скажите «да» тому, что я говорю вам сегодня. Поверьте, что мой план для вас хорош и совершенен. Сегодня я хочу, чтобы вы подумали об истории Ханны, женщины, олицетворяющей веру, решимость и непоколебимый дух. Несмотря на свой преклонный возраст и трудности своего времени, она очень хотела иметь ребенка. Несмотря на то отчаяние, которое принесла ему его ситуация, его уверенность во мне оставалась непоколебимой. Она никогда не колебалась. С пылом и искренней страстью он молился, вверяя свои боли и желания моей заботе. Его желание было настолько глубоким, его настойчивость настолько непоколебимой, что его молитвы, наконец, были услышаны, и он исполнил желание своего сердца. Эта история является свидетельством силы веры и терпения. Благодаря этим добродетелям я могу творить чудеса в вашей жизни. У меня есть сила изменить ваши обстоятельства, изменить вашу судьбу, превратить ваши самые мрачные и печальные моменты в моменты яркости и радости. В моих силах превратить ваши нужды в обильные благословения. Так что, дорогой сын, не расстраивайся. Сохраняйте свою веру и доверяйте моим обещаниям. Помните, для меня нет ничего слишком сложного. Я Бог невозможного, Бог, творящий чудеса, Бог,
меняющий жизни, исцеляющий болезни, восстанавливающий отношения и прощающий грехи. Ничто не выходит за рамки моих способностей, ибо я всемогущий. Я призываю вас сохранять веру и терпеливо ждать. Придет разрешение ваших проблем и облегчение. Помните, что у меня есть для вас план, полный надежд и благополучного будущего. Будущее, в котором боль и печаль сменяются постоянным счастьем. Как Анну неправильно понимали и даже высмеивали за ее усердную молитву, так и она не давала себя поколебать и сохраняла веру перед лицом невзгод. Я призываю вас подражать его примеру. Не поддавайтесь препятствиям, даже когда другие критикуют или не понимают вашего пути. Сохраняйте доверие ко мне. Мой план и цель для вас могут показаться другим странными или непонятными, но моя цель – наполнить вас покоем, превратить ваши самые трудные ситуации в благословение, превратить вашу печаль в радость, а ваши нужды в изобилие. Вот почему, дорогой сын, упорствуй на этом пути веры. Не позволяйте ничему помешать вашей решимости. Приди ко мне в молитве и прошении с благодарением. Предъяви мне свои просьбы, поверь мне, и я исполню желание твоего сердца. Я буду светом на твоем пути, компасом, который приведет тебя к радости и истине, которые сделают тебя свободным. Доверьтесь мне, и я приведу вас к победе, миру, счастью и процветанию. Я всегда буду